Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженным. По данным Управления Роспотребнадзора, по республике выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции, в городе Якутске 65 случаев. Осложняется ситуация в Усть-Алданском и Чурапчинском улусе, где выявлено по 5 случаев. Более или менее стабилизируется ситуация в Мегино-Кангаласском улусе, тем не менее этого нельзя сказать об увеличении случаев в Сунтарском улусе. В Кангаласском улусе также идет увеличение случаев до 4, и осложняется ситуация в Амгинском и Намском улусах, где выявлено по 3 случая с большим кругом контактов. Необходимо обратить внимание на ситуацию в Вилюйском и Нюрбинском улусе, в которых выявлено по 2 случая, и также по 1 случаю выявлено в Алданском, Верхневилюйском, Верхоянском, Аймиконском, Мирнинском. За сутки лабораториями Управления Роспотребнадзора и учреждениями здравоохранения республики проведено 2876 исследований. Всего обработано за весь период пандемии 1 095 217 тестов. Учреждения здравоохранения продолжают иммунизацию населения. На 25 мая 2021 года в республику поступило 154 084 дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Сегодня первая доза привита у нас в республике 136 929 человек. Необходимо обратить внимание на то, что вакцина поступит и на этой неделе, и при этом ответить на вопросы тех граждан, которые говорят о сложившейся ситуации по иммунизации. На настоящий момент основная вакцинация у нас проходит в городе Якутске, в Мегино-Кангаласском улусе. И, соответственно, поступающие очереди, которые у нас есть в Нерюнгринском, в Алданском, Мирнинских улусах, будут также непосредственно удовлетворены по требованиям по иммунизации. И, соответственно, вакцина в ближайшее время в эти улусы поступит. Так, я хочу добавить разъяснение по обязательной вакцинации в нашей республике. Мы знаем все, что с начала апреля у нас стала по всей республике Саха-Якутия санитарно-эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции напряженной. В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы, а на сегодняшний день наибольшая заболеваемость регистрируется среди взрослого населения и работающего населения, и нет четкой тенденции к снижению заболеваемости. Поэтому мною, главным государственным санитарным врачом по республике Саха-Якутия, 19 мая было вынесено мотивированное постановление главного государственного санитарного врача по иммунизации населения. Значит, в это постановление включены обязательные рекомендации всем работодателям, что они должны привить своих работников. Существует национальный календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям, на основании которого мы сегодня работаем и начали проводить тотальную вакцинацию взрослого населения нашей республики. Но, как сказала Ольга Валерьевна, план у нас провакцинировать 70% взрослого населения республики Саха-Якутия. На начало мая у нас было привито по республике более 120 тысяч взрослых людей. И сейчас у нас стоит в плане в первую очередь провакцинировать 70% взрослого населения в городе Якутске и Мегино-Кангаласском районе. Вот, к примеру, за последние 4 дня мы по городу Якутску и Мегино-Кангаласскому району привили около 18 тысяч человек. Я хочу отметить, что обязательной вакцинации подлежат некоторые категории граждан работающего населения, какие как в первую очередь это медицинские работники сами, которые работают в очагах инфекционного заболевания, это работники образования, социальной сферы, это работники, занятые в промышленности, энергетике, строительстве, жилищно-коммунального хозяйства, это наши силовики, ну и в первую очередь, конечно, это наши пожилые люди старше 60 лет.
лица с хроническими заболеваниями, которые подвержены в первую очередь заражению и тяжелым формам заболевания. Поэтому, согласно постановлению главного госсанврача, теперь все работодатели обязаны организовать и обеспечить вакцинацию своих сотрудников. Это касается не только государственных и бюджетных учреждений нашей республики, но и индивидуальных предпринимателей и руководителей тех организаций, федеральных, которые работают здесь, на территории Республики Саха-Якутия. Поэтому всех призываю, руководителей организаций, предприятий, вообще населения нашей республики, мы должны активно пройти этот курс вакцинации, потому что у нас неблагополучие по всей территории, и нам нужно в краткие сроки иммунизацию сделать населения, чтобы выработался коллективный иммунитет, и чтобы мы в лето, к осени вошли уже с большой иммунной прослойкой. Спасибо.